В век компьютеров и высоких технологий человек все равно не может обойтись без чтения. Главный литературный друг сопровождает нас с детских лет и на протяжении всей жизни. Книга раскрывала перед нами удивительные тайны жизни и давала полезные советы в трудную минуту. Россия уже давно закрепила за собой статус самой читающей страны в мире. Ценители печатного искусства Ингушетии в эти дни отмечают 20-летие Национальной библиотеки. Ее сотрудники подготовили особый праздник, на котором побывали и корреспонденты «Вестей». Всего лишь месяц назад эти дети впервые сели за школьные парты, а уже сегодня первоклассники стали читателями Национальной библиотеки республики. Здесь, в читальном зале, первоклашек ожидала подготовленная для них красочная книжная выставка. Свыше 200 книг для детей самой разной тематики и оформления. От сказок до энциклопедии, даже книжки-игрушки. Маленьких читателей встретила научный сотрудник по совместительству книжная фея Амина Базоркина, которая рассказала детям о библиотеке, о книгах, о том, как важно с детства подружиться с ней, провела экскурсию по всем отделам, рассказала о книгах, подготовленных специально для этого дня сотрудниками библиотеки. Сегодня вот мы, проводя эту акцию, у нас было посвящение детей читателей, поняли, что это не очень легко. Говорят, разговаривать с детьми, учить их легко, это очень нелегко. До них нужно дотягиваться, расти, понимать их, и это не всем и не всегда удается. Сегодня вот эта вот акция посвящение в читатели, она дала нам возможность раскрыть детский фонд нашей библиотеки. Первоклашек больше привлекали, конечно же, яркие иллюстрации книг, но, несомненно, научившись читать, они обязательно захотят узнать, что написано в этих книгах, и будут приходить не раз. Пока же знакомиться с их содержанием им помогали молодые сотрудники библиотеки. Программа «Доступная среда» шагнула и в библиотеку. Книга с волшебным карандашом, книги «Трансформеры» и другие издания тоже были рассмотрены. Встреча с книгой затянулась надолго. Дети не хотели уходить, делились впечатлениями от увиденного. Ну а далее Радима Газдиева вручила каждому первокласснику читательские билеты и подарочные комплекты детских книг Асет Газдиевой. Для нее, как для выпускницы школы, в которой нынче учатся первоклашки, это особенно важно. Здесь стихи одной из наших поэтесс. Они специально именно для вас написаны. Подари сегодня книжки, чтобы мы их почитали дома в подарок. Ты уже умеешь читать? Ну, пока нет. Ага. Но ты научишься, да? Да. Нам было интересно много. Нам показали кабинеты. И было очень интересно. Нам показали еще библиотечные книги старинные. Ну а со своей стороны детишки на память о своем первом визите преподнесли красивый комнатный цветок, который библиотекари обязались бережно хранить. Мадина Аздоева, Зарина Ужахова, Ибрагим Асканов, Вести Ингушетия.